Здравствуйте! В эфире программа «Время вкуса», где мы рассказываем, показываем и готовим национальные блюда разных народов мира. Сегодня мы поговорим о чувашской кухне и научимся готовить национальные блюда чувашей. Поэтому не случайно мы оказались в ресторане чувашской кухни «Ефрем Куща». Национальные блюда мы будем готовить в уникальном здании в доме купца Ефремова. Итак, знакомьтесь, шеф-повар нашей программы Владислав и я, ее ведущая Ольга Алексеева. Слава, как дела? Нормально, все хорошо. Сегодня мы будем готовить 2 мясных блюда и 1 рыбное. Рыбное это будет рыба по-чувашски, мясное это будет щурме и тултармыш. Сначала мы приступим готовить тултармыш. Для этого нам понадобится большая посуда. Большая посуда, это вот конус специальный и натуральная оболочка, называется черева. Так, что мне делать с этим? Сейчас я тебе объясню тебе, что нужно сделать. Вот тебе масло. Берешь эту штучку длинную. То есть это, я понимаю, так, это что? Это кишки. Кишки, да, простым языком? Простым языком это кишки. Берется, слегка все натягивается. Держи руками, аккуратнее, не бойся, не кусается. Маслица. Для того, чтобы было легче натягивать, а то иначе она просто порвется. А теперь вот возьми, переворачивай. И такими вот легкими движениями придется тебе вот сюда вот его натягивать. Вот так натягивать? Да, не спеши, а то кишка, она хрупкая, может порваться. А я пока займусь мясом. Для этого мне понадобится фарш бараний, перец, чеснок, зелень и немножко воды. Берем сюда чеснок, добавляем, уже натертый, специальный. Маслица пускаем для того, чтобы он не зеленел. Зелени, перца. Получается все правильно? Да, правильно, ты не спеши, главное, он будет просто постепенно натягиваться. И еще 1 вид перца, просто белый, для того, чтобы вкуснее было. Немножко солим и перемешиваем. Да, однородная масса. Да, вроде все хорошо, нормально получается. Я стараюсь. Справляешься. Главное, я поняла, чтобы не порвать ненароком. Ну, если порвешь, ничего страшного, ее можно будет перекрутить. Ну, это нормально. Возьмите на заметку, дорогие телезрители. Это рабочий момент. Да, если немножечко порвете, то можно закрутить в узел. Правильно я говорю, Слава? Да. Добавляем еще немножко водички. Чтобы масса была пышнее и более лучше перемешалась. Так, там у тебя все, да? Да, я закончила. А теперь вот на конце ты сможешь узелок завязать? Узелок? Я постараюсь. Обычный узел. А ты возьми побольше. Обычный такой узел завяжи. Я специально побольше кишку взял, чтобы у нас был запас. Вот. Такой пойдет? Да. Теперь переворачиваю ее. Так. Вот. До конца. И теперь вообще поближе стану. Таким вот образом тебе придется все запихивать фарш. Так. Вручную. Хорошо. То есть там у нас баранина с перцем, солью. Да, со всеми. Чесноком. Чеснок это самое главное здесь почти идет. Потому что он придает вкус баранины такой специфический. Вот на, попробуй. Так, а где у нас тут задача? Так, пока этим ты занимаешься, да. Аккуратней. Не испачкайся, главное. Нам понадобится шпажка для того, чтобы вот этот воздух, его нужно проткнуть. А то иначе там она будет некрасиво выглядеть. Да, такое точно еще ни разу не делала в своей жизни. Что-то у меня не... Ну, потихонечку сейчас дайте помогу. Все нужно сейчас засунуть в запихнуть. Эту кишку, так сказать. Раньше мы делали на мясорубке, но у нас очень часто рвалась кишка, потому что там очень быстро прокручивать она сразу стоит. То есть желательно делать все вручную? Ну да, это не спеша. Теперь ты мне уже больше не доверяешь, да? Думаешь, чтобы немножко ускорить процесс. Пока вот мы наполняем, расскажи мне немножечко о заведении, где мы сейчас находимся, вот о кухне непосредственно. Скажи, у вас есть вот шеф-повара? У нас шеф-повара нет. У нас есть 2 старших повара, это я и вот мой сменщик Паша. Мы вместе с ним прорабатываем блюда, доводим их до вкуса, и чтобы у нас вкус был одинаковый, чтобы у него был одинаковый и у меня, так как мы работаем в разных сменах, и как бы руководим этим процессом и следим.
То есть шеф-повара у вас нет. Нету. Зато вкус у блюд всегда одинаковый. К Да. вам приезжают и туристы, есть постоянные, наверное, любители чувашской кухни. Да, у нас которые многие приходят. приезжают просто даже с этого, просто в выходные дни. Все шкаралы для того, чтобы поесть наши блюда. Мгм. Так, мне кажется, хватит Может, я этого. буду... А, вот так вот. Да, хватит, все. Сейчас можно ее порвать. Да, пожалуйста. Какой именно их Да, три? любой. Нам только разрезать. Пальцы береги, главное. Да ладно, ничего страшного. Не жалко? Нет, я Нет? как раз не тот ножик ты взяла, а Не с тот этим ножик. зубчиками. Ага. Так, берем. Также завязываем с этого конца. Так. Опа. Берем Всё. сковородку, У нас получилась вот такая вот колбаска. колбасочка. Подай, пожалуйста, маслица. Так, куда? Мне Нет, пока. не надо, сначала масло. И наливаем все масло, для того, чтобы он прилип. Так, это на сковородку крутим, переворачиваем, для того, чтобы со стороны тоже было масло, чтобы образовалась такая вот блестящая корочка у него. Мы скрутили колбаску, положили на сковородку, на дно масло, чтобы у нас не пригорело, да? И ставим в разогретую духовку, разогретую до 185 градусов, на минут 35-40, не больше. Итак, наше первое блюдо отправляется в духовку 35 минут, и мы посмотрим, что у нас получилось. А сейчас мы будем готовить шурме. Это такая мясная косичка, которая готовится из субпродуктов говядины и самой говядины. Давай, разбирай Так, себе. что это такое? Это легкое. Я беру себе легкое. Да. Если хочешь, я тебе могу помочь, чтобы ты не испачкалась. Да, я справлюсь. Я же учусь. Это печень Печень и говядина. и говядина. Так, взяла. Вот берешь вот эти вот черева тоже, вот они готовятся, завязываются как, чтобы натурально было. Чтобы полностью Давай все-таки себя... вместе будем... здесь так, просто пока завязывать. завязывать. Да, пока просто завязывать. Ничего страшного, ладно. Ничего страшного. Вот, у меня она длинная. Как раз Ну да, длинная у тебя уже. я опять оторвала. Ладно, Так, все. удобно завязывается, конечно. Эть. Просто она прилипает немножечко. Так, давай лучше тогда с моей косичкой будем возиться. Я сейчас завязал, а теперь ты будешь косичку плести. Мне кажется, у вас у Давай. девушек это лучше получается. Я надеюсь, что это мне получится лучше. Обычная косичка. Плету. А ну, то Так. есть я ее перекладываю, чтобы Да, она, лучше наверное, перекладывать, да, потому что она может немножко опять уменьшиться в длине. Так, значит, мне придется его отрезать. Дорогие телезрители, мы сегодня готовим чувашскую национальную кухню. Сейчас я плету косичку Да, ладно, эта косичка у нас не удалась. для того, чтобы у нас получилось шурме, правильно говорю? Правильно? Все, хватит, остальное мы просто кусочки отрежем уже. Там что будет. Так, теперь берешь, завязываешь. Второй конец, да? Угу. Так, а я пока займусь бульоном. Так, ложечка. Дай помогу. Я сама справлюсь. Что уж я косичку не смогу завязать. Все. Все, теперь Я давай это вот, сделаю. видишь, чтобы они у нас были одинаковой длины. Отрезаем ненужное, да? Да, не нужно отрезаем. Потом берем ее. Вот, ладно, ничего страшного. И в кипящую воду ее закидываем. И пускай она варится. Минут 15-20 она будет вариться. Все, шурму мы приготовили. Итак, пока готовятся наши первые два блюда, мы начнем готовить третье. Слава, расскажи, что на третье блюдо? Мы будем готовить рыбу по-чувашски. Для этого понадобится нам лук, рыба сама, судак и масло сливочное. Что делать мне? Так, тебе нужно взять рыбу в руки, положить на доску, а я пока займусь луком. Положила. Возьми ножик. И нужно будет разрезать на 4 части, крестиком так. Раз. Да. Ух ты. И еще раз. Здесь уже сложнее. Все. Правильно все сделал? На этот раз надеюсь. Надеюсь, сейчас нормально все.
Обратите внимание, дорогие телезрители, как мало нам нужно продуктов для приготовления чувашских блюд. Вот в данном случае я вижу рыбу, лавровый лист, это зелень, укроп, да, кусок масла, перец, соль и лук. И лук, да. И все. Ну, чувашские национальные блюда тем и хороши, что они готовятся с малого количества продукции, потому что раньше у них там в деревнях почти ничего не было толком-то. Да. И поэтому они пускают даже очень мало специй, чтобы почувствовать вкус продукции, которую они готовят. Если это баранина, чтобы чувствовал вкус баранины хороший. И добавлялось его вот раньше перец, соль и чеснок. И чеснок у них в основном шел во все горячие блюда, первые, вторые. Так, у нас пока закипает. Скажи, а у тебя есть любимое блюдо? Какое именно? Твое любимое блюдо? Чувашское. Мне нравится какашерби. Что у нас там происходит? Там у нас готовят. Сейчас мы туда еще пустим лаврушку. Да. И теперь можно туда опустить сливочное масло. А сливочное масло добавляется для того, чтобы лук был помягче и вкуснее. И само по себе этот кусочек масла придает очень такой специфический вкус блюду при сочетании вместе с луком и с рыбой. Так. Теперь нужно будет рыбу закинуть. Закинешь? Так, брать руками? А ты можешь руками взять, да? Руками и положить туда вот. Вот этот сотейник. Закидывай сюда. Аккуратненько, да, по кусочку в разные стороны. И пускай она потихонечку варится. Главное, чтобы не сильно кипела, а то рыба вся разварится. И все, пускай она стоит на краешке. Все, это блюдо у нас сейчас готовится. Ждем еще минут 5-10, у нас будет тултармыш готов, потом постепенно будет шерми и рыба по-чувашски приготавливаться. А пока наши блюда готовятся, я вам расскажу о том, где мы сейчас находимся. Всего один шаг, и мы окажемся в ресторане чувашской кухни Ехрем Хужа. Ехрем Хужа – это одновременно и ресторан, и музей. Здесь все, начиная от интерьера и заканчивая блюдами, пропитано историей и культурой Чувашии. В интерьере ресторации используют деревянную, медную и керамическую утварь, чувашскую вышивку и национальный костюм. Бренд заведения – ассортимент национальных блюд и их качество. Продукты, которые попадают на стол, натуральные, выращенные лучшими фермерами Чувашии. К услугам посетителей общий зал на 25 человек и камины, оформлены в охотничьем стиле на 10. Можно заказать и выездное обслуживание, обеды, фуршеты, банкеты. В развлекательную программу входят чувашские гусли и живая музыка. Наше блюдо готово. Да, начинаем сейчас с мы тултармыша. достаем тултармыш. Ух ты! Вот такая вот сосиска получилась. Сейчас мы выложим ее. Симпатичная, пахнет хорошо, кстати говоря. Да. Опа. Укладываем на тарелочку, срезаем Так. ненужные вещи. Это вот Кончики, хвостик. кончики, да, как у обычной колбаски. Сюда. А в обычной колбаске, кстати, в магазине должны срезать, но там не срезают. Ну, потому чтобы она побольше весила, там же металл. Вот, какие они хорошие люди. Ручка. А у нас все по правилам. И Всё. колбаску у нас с отрезанными кончиками. Так, ты пока можешь выложить Так, что? вот на эту тарелочку, положить листик салата. Вот листик салата. На тарелочку. Да, на тарелочку. Я пока разрежу тултармыш. Так, Так. сюда тултармыш выкладывается. Потом мы берем капусту маринованную. Мы ее тоже сами готовим, здесь маринуем. Нам привозят только капусту. Укладываем ее сюда, в центр. То есть все, что есть, это все натуральные продукты, вы все готовите сами Да. здесь. Так, а это что такое? Это чесночное масло. Чесночное масло. Да, чеснок просто с маслом растительным, натертый на терочке мелкая. И он тултармыш, чтобы вкуснее было. Он придает особенный вкус. Да, такой аромат. Потому что после вот тепловой обработки чеснок уже теряет свое вкусовое качество. Его лучше так вот еще сверху поливать. Так, а на капусту мы немножко зеленью сыпем. Зеленью. И приготавливаем еще соус. Так, сами будем готовить. Да, там ничего такого сложного. Просто берется хрен, берется сметана. Вот возьми по ложечке хрена и 2 ложечки сметаны. И выложи пока сюда. Ложечку хрен Да, потому что он островатенький. и 2 сметаны. Опа.
Да, все. Ну ладно, пускай так будет. Просто тоже немножко зеленью посыпаем и ставим сюда. Подается тоже с ложечкой. Вот получается у нас блюдо готово. Это вот соус и тултармаш. Так оно выглядит. Вот. Все, первое блюдо готово. Да. Дальше что Потом делаем? дальше мы начнем с шурме. Шурме. Это у нас Мясная наша косичка. косичка, которую сплели. Да. Ну, вот она, потому что тут разные виды мяса, там, то есть имеются субпродукты, легкое и печень, оно каждый по-своему уваривается, ужаривается. Просто и форма такая, иногда у него изогнутая получается, вообще не угадаешь. Тоже берем, пока можем тарелочку это выложить листик салата. Технология такая же, да? Да, только тут еще идет, нарезается лук-порей. Наискосок. 3 дольки его. Просто выкладывается сюда. И берется еще помидорки черри. Мы берем салфеточку, заложим специально, чтобы не Ее скользило. тоже можно есть? Нет, есть не обязательно, конечно. Но если хотите, можете покушать. Я думаю, что это была шутка сейчас от нашего шеф-повара. И берем бульончик, в котором же варилась эта шурме. Так. Потому что он очень вкусный, насыщенный. Это как у нас идет как первое блюдо вообще-то. Взяли тот же самый бульон, в котором варилась шурме, и поставили вот на мисочку. Все, также чесночок. Я же говорил, что во всех блюдах идет чеснок. Да. Это вот сюда вот, чтобы она смотрелась красивее. И сюда добавляется. Для вкуса уже, а не Да. для красоты, я думаю. Так, и, конечно же, зелень. Зелень, Куда да. без нее? Зелень, да. Теперь мы приступаем к подаче нашего третьего, последнего блюда. Это рыба по-чувашски. Так, ждем рыбу по-чувашски. Оль, подай мне, пожалуйста, баранчик. Баранчик? Да, потому что, видишь, он с ушками. Баранчик, так и называется, да? Так и называется, баранчик. Интересно. Первый раз слышу. Это вот какой-то горшочек, а это баранчик. Ну и все, хватит. Все. Так, На эту тарелочку кладет салфеткой, чтобы он не скользил. то есть здесь у нас, я вижу, бульон, лук и Да, рыба рыба по-чувашски. И ну масло там оно все уже. Вся только дается, посыпается зеленью. Вся чеснок не идет, потому что это рыба. Все, посыпаемся еще так зеленью, хорошенечко. Все, это наше блюдо тоже уже готово полностью. Все, на этом моя миссия закончена. Апача тутла пултер. На этом наша программа подошла к концу, а у нас наступило время вкуса.